Всех вас, возлюбленные Господи, все честные отцы, братья и сестры, сердечно поздравляю с днем торжества православия. Спаси, Господи, за ваши молитвы, за то, что в сегодняшний день мы здесь, в этом храме, стоим и молимся Богу. Молимся Божьей Матери, святым угодникам. Но за порогом этого храма мир, который бурлит, кричит и меняется постоянно с пугающей скоростью. Мы стали свидетелями и участниками эпохи, которую я не побоюсь назвать эпохой симулякров, копий, за которыми нет оригинала, слов, за которыми нет смысла, и, к глубокому сожалению, веры, за которой не стоит живой Бог. Для нас это не отвлеченная философия, а кровоточащий вопрос выживания души в условиях, когда истину пытаются подменить толерантными умозаключениями, а живое общение с Творцом, нашу молитву политическими лозунгами. И первое искушение, с которым мы сталкиваемся, дорогие мои, это симулятор самой церковности. Как легко сегодня попасть в ловушку внешнего благочестия, стать православным по форме, не будучи христианином по духу. Мы можем идеально знать устав, но иметь в сердце полное яда к ближнему, напрочь забывая о заповедях блаженства. Симулятор веры – это когда религия становится частью имиджа, просто может быть зоной психологического комфорта. Но Христос не пришел дать нам комфорт и удобство, и веселение тем более, или позитивный настрой. Он пришел нам дать жизнь избытчествующую, которая обретается только через личную Голгофу и сораспятие своему эгоизму. Берегитесь закваски фарисейской, говорит нам Христос, предупреждая, особенно в наше время. А что же это за закваска? Попытка казаться православным, но не быть им на самом деле. Мы ставим свечи в соцсетях, гоняемся за лайками, но при этом гасим огонь реального милосердия. Мы ищем старцев и сенсационных пророчеств, потому что боимся взять на себя ответственность за свою жизнь перед Богом, забывая, что подлинная вера всегда тиха, она не нуждается в спецэффектах. Да даже уже и спецэффекты не столько привлекательны нам. Вы помните, я рассказывал о чуде, которое произошло 8 лет назад. Я пригласил всех, кто желает и имеет возможность прийти и поклониться Матери Божией, стать свидетелями этого чуда. Много пришло людей. Отец Николай, много пришло людей? 4 десятка, в лучшем случае, да, Вася? Вот и все. Нас даже уже и чудо-то не привлекает. Мы забываем, что подлинная вера проявляется в том, как мы смотрим на своего врага. А как мы смотрим на врага? Мы готовы разорвать его, мы проклинаем его и тому подобное. Как можем ли мы подать руку упавшему? И как мы умеем молчать, когда все внутри требует, так скажем, осуждения? Говоря о чистоте веры, мы не можем закрывать глаза на ту горькую чашу, которую сегодня испевают верные чада нашей Матери Церкви Украинской Православной. Мы видим, как по всей нашей земле воздвигаются гонения, напоминающие страницы из жизни и древней церкви, и совсем недавней истории XX века. Захваты храмов, избиение священнослужителей и верных чад. Но, дорогие мои, когда дом молитвы превращается в объект рейдерского интереса,
когда изгоняется община, которая десятилетиями по кирпичику созидала свои святыни, представление как раз это уже не является храмом, дорогие мои. Да, внешне мы можем это назвать, но внутренне, есть ли там благодать? Там будут иконы, там даже будут звучать вроде бы и слова похожие, как из наших молитв. Но что там не будет? Чего там не будет? А там не будет божественной благодати. Да, и это наша реальность. Реальность, когда экскаваторами рушат храм. Реальность, когда избивают архиереев, священников, простых мирян. Уже льется кровь. Нас пытаются маргинализовать, выставить чужими в собственной стране, лишить права голоса и права на молитву. Нас как угодно называют, навешивают ярлыки, чтобы оправдать собственное насилие. Это глубокая рана. Но именно здесь и в этой боли кроется величайшее духовное испытание для нас. Как пройти этот крестный путь верностью, не сломившись? Мы задаем себе этот вопрос. Как бы хотелось, чтобы мы понимали, что когда у общины отнимают здание храма, но у нее не могут отнять Христа. Ведь Спаситель сказал нам четко: если меня гнали, то будут гнать и вас. Храм в руках захватчиков становится просто, я не побоюсь этого слова и сравнения, точнее, каменным мешком, лишенным благодати. Если там нет любви и правды, то там и не будет божественной благодати, мы уже об этом сказали. Бог пребывает там, где двое или трое соберутся во имя Его. Пусть даже это гараж, приспособленное помещение, да просто под открытым небом. Но Бог будет с теми людьми, кто обращается к Нему и кто в своем сердце хранит любовь, истину. Как важно нам в сегодняшний день уберечься от яда обиды. Самая тонкая уловка дьявола в момент преследования и гонений – заставить наше сердце ожесточиться. Когда притесняют нас, легче всего начать ненавидеть в ответ. Но как только ненависть войдет в наше сердце, симулятор веры побеждает нас. Мы защищаем церковь только тогда, когда сами остаемся в Духе Христовом. Молитва за гонителей – это не слабость наша, а высшее проявление духовной силы, которая делает христианина непобедимым. Нас хотят втянуть в политическую борьбу, чтобы обвинить в нелояльности к государству. Но наш ответ должен быть твердым. Это верность канонической правде и молитва за свой народ, исповедничество, а не идеологические уловки. Если нас называют маргиналами, вспомним слова апостола. Мы сделались как сорт для мира, мусор для мира, как прах, всеми попираемый до ныне. Быть маргиналом в глазах мира сегодня часто это обозначает быть избранником в глазах Божьих. Мы живем в океане информации. Телефоны в наших карманах ежесекундно извергают потоки новостей, споров и страхов. Это пространство – главный инкубатор симуляторов. Там создаются ложные кумиры, там святость подменяется популярностью. Современный христианин должен обладать даром развлечения духов. Чтобы не увлечься ложными смыслами, нужно соблюдать информационный пост. Мы тщательно следим за тем, что кладем себе в рот во время Великого Поста.
но позволяем любому мусору входить в наши сердца через наши уши и через наши глаза, через экраны гаджетов. Путь к чистоте веры сегодня начинается с решительного шага, уход от внешнего шума в целительную тишину. Ведь как мы надеемся услышать нежный голос Бога? Кто не желает этого? Каждый из нас. Но возможно ли услышать, если наше внутреннее пространство до краев заполнено криками политических шоу и отравлено ядовитыми комментариями из соцсетей? В этом гвалте тонет сама возможность духовного рассуждения. Необходимо приучить себя, дорогие мои, искать глубину, а не актуальность новости. Мы стали заложниками повестки дня, но любая новость устаревает через час, а может быть и того меньше. Если в Библии как было, что 3 дня, новость бывает 3 дня, через 3 дня появляется новая новость, уже а старая все забывают, то сейчас фактически даже и час это уже большое время. За несколько секунд появляются новости одна за другой. И вот здесь вот нам необходимо помнить об этом, в то время как Евангелие остается для нас вечно живым и неизменным Словом Божьим. И невозможно переписать Евангелие. Нельзя поставить заповеди Христа на стоп. Перестав гнаться за симулякрами, мы обнаружим подлинный фокус нашей жизни. Мы начнем искать Христа, а не виноваты в том, что происходит с нами. Если мы тратим больше времени на обсуждение церковных нестроений или несправедливости властей, чем на чтение Евангелия, житейной литературы, то есть жития святых, или на молитву, наша душа находится в опасности. Мы подменяем живое богообщение аналитикой чужих падений, забывая, что спасение совершается в тайне. В конечном итоге подлинное христианство – это призыв быть верным в малом. Наша верность Христу сегодня куется в тишине сердец, в честном отношении к повседневной работе, в том, как мы воспитываем своих детей в любви к церкви, когда это стало непопулярным и опасным. Враг рода человеческого пользуется нашей болью, предлагая нам под вывеской «Церковь» идеологический департамент. Идите все туда, и все у вас будет хорошо. Но мы должны помнить, что церковь – это тело Христово, а не политическая партия. У нее нет границ, очерченных человеческой картой. Границы церкви проходят через человеческие наши с вами сердца. Когда нам говорят, что наша молитва неправильная, потому что она звучит не на том языке, который сейчас моден, вспомните Христа и самарян. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. Политические уловки, они всегда строятся на разделениях и ненависти к тем, кто не соответствует этой, так скажем, политической линии. Но Христос учит нас, потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Если наша вера подпитывается ненавистью или чувством превосходства над другими, это не вера, а это и есть идеологический симулятор. Настоящее православие – это всегда путь покаяния, а не путь обличения.
Мы должны понимать, что предательство начинается не с великих дел, а с маленьких компромиссов с собственной совестью. Мы предаем Христа, когда молчим, видя несправедливость, чтобы не иметь проблем. Сейчас мы оправдаемся, не имеем проблем. Или подстраиваемся под мнение большинства ради выгоды. Чтобы сохранить чистоту веры, нужен якорь. И этот якорь нам дан Христос. Он наш якорь. Таинство Евхаристии. Вот почему так враги церкви восстают против нас. Вот почему они пытаются забрать храмы, чтобы не было места, где совершать божественную литургию. Но мы понимаем, что в чаше причастия нет политики и нет никакой лжи. Там подлинная кровь и подлинное тело того, кто победил этот мир. Дорогие мои, как бы хотелось, чтобы мы держались за Евхаристию и святоотеческое предание. Святые отцы жили во времена ересей и кровавых преследований. Но они выстояли, потому что их взор был направлен не на новости, а на вечность. В сегодняшний день мы вспоминаем и имеем возможность поклониться преподобному Иову Почаевскому. Помните его фамилию? Зализов по-украински. А чем он прославился? Тем, что защищал православие. Он жил в условиях унии, когда насаждалась уния, огнем и мечом. Преподобный Афилофий Почаевский жил в 20 веке. Сколько ему пришлось претерпеть от безбожников. Но он остался верен Матери Церкви. Он остался верен Христу. В сегодняшний день они молятся за нас и подкрепляют нас уже на нашем пути за Христом. Быть верным чадом Украинской Православной Церкви сегодня – это исповеднический подвиг. От нас требует определенности в земных делах. Но наша главная определенность должна быть в небе, в Боге. Дорогие мои, как бы хотелось, чтобы мы не боялись, что нас не поймут те, кто живет лозунгами. Чтобы мы боялись только одного – потерять мир в своей душе и любовь к ближнему. Ибо без любви все остальное, как говорит апостол, превращается в медь звенящую. У нас есть сокровище, которое невозможно подделать. Это Христос. Будем же хранить это сокровище в своих сердцах. Пусть молитва будет нашим дыханием, а Евангелие – единственным фильтром, через который мы смотрим на этот мир. Дорогие мои, вспомните слова Спасителя. В мире будете иметь скорбь. Но мужайтесь, я победил мир. Пусть Господь укрепит нас в истине и сохранит нашу Матерь Церковь, наш народ в мире и любви Христовой.